Своих маленьких пациентов здесь в реанимации и интенсивной терапии новорожденных медики называют настоящими бойцами. Впрочем, герои здесь и те, кто носит белые халаты, и те, кто в кувезе борется за жизнь. Приборы в этом кабинете не тикают, и это абсолютно нормально. Значит, состояние малышей стабильное, и они идут на поправку. Каждый день в этих стенах происходят настоящие чудеса. Медикам удается выхаживать круг с низкой и экстремально низкой массой тела. За 10 месяцев этого года здесь родились более 300 детей, которые появились на свет раньше положенного срока. Среди детей, которые родились раньше положенного срока, маленькая Салима. Девочка появилась на свет на 4 недели раньше. Благодаря оперативной помощи медиков состояние малышки удалось стабилизировать. Ребенок постепенно набирает вес. Приехала в больницу, врачи быстро все сделали. Сейчас мы лечимся, набираем вес, были реанимации, сейчас патологии. Благодаря этим лечениям мы теперь скоро пойдем, надеюсь, домой. Если Салима уже с мамой, маленький Мухаммад пока спит с остальными малышами в отделении патологии. Ребенок также родился тяжелым и с экстремальной низкой массой тела. Врачи отмечают, здесь есть все условия для нормализации состояния малыша. Главным питанием в рационе остается грудное молоко. Это самая крепкая связь с мамой, которая сейчас может только навещать малыша. Но все худшее позади. Вес вес кило 480 на халанзерсац. Зайн халар бодряч. Ну, ханс хат яни шин кило лаках хат яни уже. Благодаря реализации национального проекта «Демография», закупки новейшего оборудования, специализированных кувезов, собственному операционному залу, налаженной системе температурного режима, созданным условиям, максимально приближенным к утробию матери, медикам удалось довести процент выхаживания недоношенных детей в Ингушетии до 70-80%. Это полностью комплексная работа целой группы специалистов, акушеров, гинекологов, реаниматологов и неонатологов. Медики делятся своими успешными результатами. За 10 месяцев этого года у нас родилось 331 недоношенных детей, то есть это дети с 22 недель гестации до 36 недель 6 дней. Вчера у нас ушел ребенок, который родился с весом кило 100, на сроке 28 недель 4 дня. С очень хорошими данными этого ребеночка мы вчера проводили домой. Сейчас у нас на выхаживании находится 2 детей. Ну, находится много детей, но из них 2 я бы хотела отметить. Это один ребенок родился тоже на сроке гестации 28 недель 2 дня, с весом кило 320. Другой ребеночек у нас родился на срок гестации 29 недель 3 дня с весом кило 470. Дети оба успешно выхаживаются. На данный момент у нас есть все условия для выхаживания таких больных. То есть у нас регулярно происходит закупка обновленной аппаратуры, которая нам требуется для более, так скажем, комплексного лечения и выхаживания детей, если говорить именно о недоношенных, глубоко недоношенных детях. И, конечно, на одном из первых мест стоит лекарственное обеспечение. Этим мы тоже на 100% уже удовлетворены все наши потребности. Медики и дальше будут делать все возможное, чтобы сохранить показатели детства на высоком уровне и повышать их, дарить каждому недоношенному ребенку шанс на полноценную жизнь. Рина Сычоева, Султан Булгучев. Новости 24.